на русском, английском, французском языке. Средневековая архитектура Ингушетии. Здесь вот на форзаце новая карта Горной Ингушетии с обозначением туристических маршрутов, обозначением дорог, населенных пунктов. Здесь вот историческая справка, предшествуют потом ингушские легенды, хрестоматийные такие. Все фотографии они датированы, то есть у тех, кто изучает архитектуру Горной Ингушетии, они могут сравнить в динамике, как развивалась эта архитектура. Вот, допустим, Миллеринская боевая башня 2007 года, вот в таком виде она была. И вот в таком виде уже она отреставрирована в 2017 году. То есть здесь можно в развитии посмотреть, как эти башни разрушались, потом восстанавливались. Вот. Ну и здесь, в общем, вот такая вот книга с комментариями, с изображениями. В конце здесь добавляется, здесь вот такой раздел, связь поколений называется, тоже на русском, английском языке. И такая преамбула к перечню средневековых поселений в Горной Ингушетии и ингушских родов и фамилий, их патронимий, выходцев из них. То есть здесь дается название ингушских поселений в горной части, находящихся на русском, на английском языке, и фамилии ингушские, рода и фамилии, которые происходят из этих селений. Это такой основной список. Конечно же, он будет в дальнейшем уточняться, корректироваться, потому что это все такой живой процесс образования новых фамилий, разветвления. И, конечно, в дальнейшем, я здесь делаю такую ссылочку, представленный перечень не окончательный, в ходе появления новых данных будет уточняться и корректироваться. То есть это все живое, как живой организм, и по мере уточнения этого списка он будет обновляться. Но опять-таки хочу подчеркнуть, здесь перечень средневековых поселений в Горной Ингушетии. Предгорные поселения, те, которые находятся, это Арцхойские, Мержойские места, конечно, их я не взял, сюда они не вошли, так как географически это другая уже территория, это предгорная Ингушетия, но по ним